Взрастить профессионала, чуткого, решительного и знающего свое дело. Задача трудная, но обязательная для педагогов любого медучреждения. Работникам медицинского колледжа имени Асия Тутаева это удается вот уже 26 лет. За эти годы здесь создали прочную базу и обеспечили качественную подготовку специалистов среднего звена для здравоохранения республики. Фатима Барханоева – одна из тех, кто работает в колледже с самого начала и хорошо знает, обучить студента медицине невозможно, если он выбрал это направление не по зову сердца. В основном все учатся с рвением таким, с желанием приобрести профессию. Те, кто посильнее, подтягивают младших, личным примером показывают, насколько это интересно. Когда начинаются практические занятия, их интерес, вот на втором курсе им уже более интересно бывает, потому что начинаются клинические дисциплины, и они своими руками выполняют манипуляции, они видят пациентов, они работают с ними, бывают практики производственные в лечебных учреждениях. И вот это их желание приобрести эту профессию, оно укрепляется. И в принципе, когда они защищают свои дипломные работы, они уже полны уверенности, что они хотят работать медицинскими работниками. История, традиции, накопленные за четверть века, и особый дух, который невозможно не почувствовать. Своих первых студентов колледж принял в 1993 году. Здание, в котором раньше располагался детский сад, отремонтировали. И всего за пару месяцев удалось сформировать педагогический коллектив. 2 года назад его пополнила Лейла Вышегурова. Студентов она обучает психологии. Учим тому, что они должны всецело посвятить себя пациенту. Они должны всячески угождать им, их выполнять даже их, можно так сказать, капризы, потому что пациент всегда прав. И сегодня, вступая на вот эту нелегкую тропу, можно так сказать, наши студенты должны знать, что это, конечно, нелегкая работа, что возникнут всякие трудности и в психологическом плане. Они должны быть очень выносливы. Поэтому, когда наши студенты даже поступают, будучи они абитуриентами, они сдают психологическое тестирование на профпригодность, на профориентацию. Таким путем мы их отбираем. Сегодня в колледже есть все условия для отличной учебы. Кабинеты оборудованы специальными медицинскими инструментами, стендами, фантомами, таблицами и муляжами. Практически в каждой аудитории установлены компьютеры, а также аудио- и видеоаппаратура. Здесь обучается около 600 студентов по 4 специальностям – сестринское, лечебное, акушерское дело. А в прошлом году открылось отделение лабораторной диагностики. Недобора никогда не бывает. Вот многие студенты идут именно к нам, потому что колледж, они знают, существует давно, и у нас хорошие отзывы в основном, потому что и даже если где-то наши учатся студенты, многие приходят, хотят перевестись именно к нам. Многие наши выпускники занимают высокие должности в республике нашей. У нас были и зубоврачебное дело было, многие организации, во многих организациях стоматологами работают именно наши выпускники. Изучать медицину студентов вдохновляют не только профессиональные педагоги, но и первая ингушская медсестра, о заслугах и подвигах которой постоянно рассказывают будущим медикам – Асия Тутаева. Ее имя колледж носит с мая 1995 года. Не каждая женщина, не каждая девушка способна на такой поступок, добровольно пойти на фронт, на войну, имея такой вклад, научный вклад. Она могла бы просто остаться и работать врачом, но все же, несмотря на свое образование, имея любовь к родине и любовь к своему народу, перед этим долгом, она все же согласилась. Для меня она сегодня пример подражания и как пример любви к людям. Многие из выпускников колледжа стали настоящими профессионалами своего дела. Никогда не пожалеть о сделанном выборе обещают и нынешние студенты, ведь ответственность, которая на них накладывается, очень велика. После поступления в этот колледж с первого курса нас ознакомили со всеми трудностями. Естественно, мы познакомились. На первом же курсе нас повели на производственную практику, где мы увидели много всего. Это было на
практика у нас была взрослой реанимации, и мы действительно поняли, какую ответственность мы несем за наших больных. колледж خلدلي تسندلي أغوز حيخر خوج عادك بتخدك حيختون شالش كورس داتشانيس آخر سنلوج بدر حيخر عوض تخكول بنيتي ده خدش براكتيكا تخون حيخر تك حيختون براكتيك خود خدك ده سون برك الأرلو سن حيخش بحيخر خوش كتار سون ديك حيخرة إشت تقايل شو ده أنت كوليجي دياقلو تجرا حنت سن ديك بولج студент школачил بقى دالشي احتباقل بقى بيرش إش ديك ده حيخ 26 лет – это цифра, которая дает основание почувствовать гордость за все предшествующие поколения преподавателей и студентов, а нынешним осознать необходимость продолжения благородной профессии, рожденной почти 1,5 века назад. Жарадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24.